Меня зовут Павел Василий Климович, ректор Академии наук Республики Саха-Якутия. Работаем с одаренными детьми, и значит, у нас уже много лет есть очень хорошая такая связь с Эрнесто. Эрнесто его зовут Эрнесто Евгений Эрнестович, да, Санчес Шальда. Значит, человек очень интересный, это наш соотечественник, да, значит, родом из Алтайского края. Да, из маленького городка, который называется Упсома, 100 тысяч человек там всего, да, идет на границе с Казахстаном. И вот он учился абсолютно в таком маленьком городке провинциальном, да, ну, и сделал очень хорошую себе научную и инженерную карьеру, да, в очень хороших, интересных местах, да, одним из которых является то, что он закончил школу в 12 лет. То есть это очень одаренный человек, да, экстерно. Всех призываю заканчивать школу в 12 лет, это полезно, да, чтобы поступить в университет и прочее раньше всех. И поступил в университет, это Бауманка, да, через Бауманки. Как закончили Бауманку, он поступил на работу в Сугоне, Сугон, Южной Корее, где он работал 4 года в отделе по искусственному интеллекту Smart TV, да, и в городе Сеуле по проектам Samsung, связанным с искусственным интеллектом. После этого, значит, он поступил в аспирантуру, на докторантуру, значит, в городе Хайфа, это в Израиле, да, университет очень хороший, Хайфа университет. И он уже до ковидных времен у нас был героем по YouTube каналу, да, нашему Малой Академии наук. И потом, значит, у него заявились очень хорошие связи с научно-образовательным центром Актемский лицей, Актемса, это 45 километров от города Якутска, где находится наша штаб-квартира Малой Академии наук. И он, значит, очень вдохновленно и упорно работает с местными детьми, пытается им донести, что такое искусственный интеллект и прочее, создать местные проекты, и проводил эти работы и летом, да, и зимой с этими ребятами, и несколько из этих детей поступили в хорошие университеты, что является, как говорится, большим успехом, на наш взгляд. И сегодня Эрнесто расскажет о своей деятельности, которая связана с искусственным интеллектом проектами. Ну и в дальнейшем у нас есть планы, да, чтобы мы смогли создать какую-то группу таких хороших, интересующихся, мотивированных ребят, детей, которые бы занимались проектами по искусственному интеллекту, потому что это нам кажется интересным, да, и имеет такое будущее, которое мы могли бы использовать для наших шаг в будущее, там разных проектов, которые потом будут интересны. Так что я хочу дать слово нашему другу Эрнесто, пожалуйста, да, расскажите нам, хорошо? Да, хорошо. Надо взять микрофон, потому что записывают. Хорошо. Сегодня я хочу сделать рассказ, знакомство. Я расскажу о том, чем я занимаюсь, расскажу о проектах, в частности, о научных изобретениях, оформленных в виде патентов и статей. И надеюсь, что в результате ознакомления с тем, чем я занимаюсь, возникнут точки соприкосновения с университетом и с интересующимися здесь людьми. Я сделаю небольшое введение, в общем, про искусственный интеллект. Скажите, кто занимался искусственным интеллектом вот вплотную, кто использовал? Поднимите, пожалуйста, руки. О, хорошо, много. Да, тогда я вкратце, вот так у нас примерно 50 на 50, можно сказать. Я сделаю вкратце введение в искусственный интеллект, чтобы показать, что это простая, с одной стороны, наука, то есть ее можно без существенных сложностей начать применять практически вот просто тем людям, у которых есть, либо уже есть высшее образование, либо кто только учится, даже школьники вот в лицее, с которым я занимаюсь, у них у всех, тех, кто интересуется именно интеллектом, есть проекты реального искусственного интеллекта. О себе мы уже вкратце сказали. Я хочу вкратце про искусственный интеллект. Вообще, что такое искусственный интеллект? Я могу сказать, что искусственный интеллект — это алгоритм или функция. То есть раньше программисты
обычные программисты писали алгоритмы, и каждый раз приходилось описывать новую последовательность действий для решения новых задач. То есть так же, как раньше, когда не было компьютеров, приходилось самостоятельно решать задачи, появились компьютеры, появилась возможность описывать эту последовательность действий и, соответственно, автоматизировать и облегчить человеческий труд. Но потом программистам стало сложно, приходилось каждый раз писать программу. И мы создали, вот я сейчас кратко математически чуть-чуть покажу, но это очень просто. То есть мы создали функции, просто y равно f от x. Обычная функция, которая изучается в школе. Единственное основное отличие, в чем ее, это в обучаемости. У нее есть параметры, которые наряду с переменными являются входами такой функции. И то, что мы делаем, что я делаю в искусственном интеллекте, это автоматически подбираю параметры, чтобы, когда поступает какое-то входное значение, получалось правильное выходное значение. То есть практически я могу любую задачу, например, распознавание образов, описать вот в таком виде. Вот, допустим, x это картинка, мне нужно как-то закодировать картинку, y это что на картинке изображено. А θ это обучаемые параметры, которые как раз и составляют основную суть искусственного интеллекта. И тоже вкратце, чтобы такое введение, какие виды интеллекта бывают. Бывает вот детерминированный интеллект, который всегда выдает одинаковый ответ. Это просто функция. А бывает вероятностный искусственный интеллект, который не выдает ответ, а выдает некоторое распределение. Мы можем, даже для тех, кто не знаком детально с теорией вероятности, я могу написать так. Это вероятность, какие значения будет принимать y, если я знаю, что поступило на вход. И вот эти набор значений, которые предположительно могут соответствовать этому входу, тоже реализуются такой же функцией, с параметрами. А параметры обучаемые. То есть я могу менять эти параметры и подстраивать эту функцию, чтобы она лучше работала. Соответственно, и потом стали появляться более интересные виды искусственного интеллекта, которые уже не получают какое-то входное значение, а генерируют его. Это вот то, что мы сейчас видим. Генерация картинок, ChatGPT, все остальное, то есть создание чего-то нового. Раньше интеллект мог отвечать на вопросы. Подаем x, то есть входное значение, и он выдает выходное значение. А сейчас интеллект умеет создавать новые элементы. Как это работает? Тоже с помощью функций. То есть есть некоторые параметры, которые мы тоже настраиваем, чтобы получались красивые или полезные новые значения. И есть, допустим, некоторый шум, который изначально ничего из себя не представляет. Мы его тоже можем, как один из вариантов, подать на вход такой функции, и попросим эту функцию из шума создать что-то полезное. А как это сделать с помощью обучаемых параметров? То есть это вот кратко про искусственный интеллект, и основная суть, допустим, чем я занимаюсь. Это я создаю вот такие функции, я выбираю, какой вид функции наиболее подойдет для данной конкретной задачи. И создаю алгоритм обучения, как наиболее оптимально подбирать параметры θ под данную конкретную задачу. Это все можно описать математически, как, например, написано здесь, и можно описать программу. Соответственно, моя работа заключается обычно двухэтапная. Это математическое описание, но уже детально. Это не просто сказал, что некоторая функция, а мне нужно ее описать действительно, что это за функция. И после этого я программирую, или совместно с командой мы программируем то, что мы описали. Вкратце просто то, что, например, если интересуются люди ChatGPT и языковые модели. Что такое языковая модель? Это тоже такая же функция. Вероятность следующего слова, если известны все предыдущие слова. То есть, если я скажу, какая сегодня хорошая погода, вероятность 99%. Но может быть в жизни, например, менее вероятно, не сразу на ум выходит. И ChatGPT и другой вид искусственного интеллекта фактически строит эти наборы распределения вероятностей. А откуда эти вероятности появляются? Обучаясь на нашей речи, в кавычках, прочитывая уже существующие книги,
строится вот такое распределение. Но тут возникает определенная сложность, в которой я тоже встречаюсь. Это тот факт, что очень большое количество информации мы хотим закодировать одной функцией. Фактически, например, все человеческое знание мы хотим закодировать в одном искусственном интеллекте. И практически изначально, если мы будем решать задачу грубой силой, как brute force говорят, это практически невозможно. И, соответственно, люди придумывают какие-то способы более компактной записи информации, более компактной записи вот таких функций. В частности, то, чем я сейчас занимаюсь в университете, это сжатие данных. Но сжатие данных не просто, как, например, создание архиватора или создание алгоритма для сжатия картинок, такой как JPEG, а специальное сжатие данных, которое подходит для искусственного интеллекта. То есть, как я могу сжать данные, чтобы более компактно их представить интеллекту. И эти алгоритмы сжатия отличаются от обычных алгоритмов сжатия, которые мы привыкли видеть, допустим, zip, rar, JPEG. Там могут применяться специфические конструкции, которые именно помогают существенно лучше сжать данные для таких моделей. В частности, как пример, практически большое количество изобретений было основано тоже на сжатии, на более компактной записи информации. Например, AlphaGo. Раньше не было возможности научить компьютер играть в Go, например, умел играть только в шахматы 8 на 8, а Go это 19 на 19 доска. По какой причине? Потому что очень разрасталось дерево принятия решений, очень разрасталось все, что использовалось в алгоритмах. И нашли некоторый способ, допустим, с использованием нейронных сетей, более компактно представить, например, стратегию игры в Go. Вместо того, чтобы описывать дерево, сказали, что просто нейронная сеть смотрит на доску и видит 19 на 19 картинку пикселей. И по этой картинке она пытается выдать ответ. То есть совсем другой подход применили, и стало возможным работать с такой, например, задачей. Это, в общем, то же самое сделали в ChatGPT. То есть сейчас это записывается не просто в виде функции, а тоже в виде некоторой нейронной сети специального вида, которая компактно умеет хранить информацию и обрабатывать ее. Я расскажу сейчас, как после уже введения в искусственный интеллект, расскажу о некоторых применениях искусственного интеллекта специфически из своего опыта. То есть я расскажу именно то, чем я занимался, и расскажу о таких изобретениях, можно сказать, которые были оформлены в виде патентов и статей. Соответственно, первое, я занимался работой в компании Samsung, занимался анализом больших данных. Вкратце расскажу, как это, что из себя представляло. У Samsung есть разные устройства, например, телефоны, что самое известное, и также есть телевизоры Smart TV. Я работал в отделе по разработке телевизоров Smart TV, в частности, в отделе искусственного интеллекта этого большого отдела. И у нас действительно продавались миллионы телевизоров, которые отправляли данные на серверы компании Samsung. Практически любое устройство сейчас подключено к интернету, есть разные аккаунты. Соответственно, если пользователи разрешали персонализированные сервисы, то эти данные мы получали возможность обрабатывать и помогать пользователю приятнее просматривать телевизоры. Соответственно, то, чем я занимался, в частности, это понимание того, что нравится людям и кто смотрит Smart TV. Большинство людей на телевизорах не регистрируются, то есть на телефонах мы обычно регистрируемся, у нас есть аккаунт, например, Google аккаунт или Яндекс, в зависимости, и можно легче собирать профиль пользователя, создавать. А на телевизоре такого нет, то есть просто люди приходят и смотрят. Не говорят, кто они, сколько им лет, какой состав семьи. И вот эти данные мне и команде было необходимо найти, выявить из тех данных, которые мы собираем. Я расскажу чуть-чуть детальнее попозже. И также занимался анализом изображений, музыки, видео, потому что это то, через что работает Smart TV. Также я интересовался робототехникой и электроникой, получил один патент через стартап-центр в Южной Корее. То есть фактически через нечто похожее, что организуется в том числе в Якутии. То есть
была программа по поддержке инновационной деятельности в Южной Корее, и я интересовался музыкой. Соответственно, мне получилось улучшить алгоритм работы цифрового фортепиано, который включает в себя как сенсоры, так и программную часть, то есть некоторые, можно сказать, искусственный интеллект. Детально тоже скажу. Соответственно, теперь детально расскажу о том, в чем заключались все улучшения, патенты, изобретения. Первый патент, который я получил в Samsung, был о том, как лучше предсказывать демографию пользователей. Интересовало нас, кто смотрит, то есть там мужчины, женщины, возраст, дети и так далее. И у нас уже была система, которая собирает данные. Это данные о том, что смотрят люди. У нас были просто некоторые user-ID, то есть мы не знали, кто есть кто. И они смотрят или выполняют какие-то действия, нажимают на кнопки. Вот я сейчас нажимаю на эти кнопки, и в принципе, если бы я пользовался Smart TV и разрешил какие-то действия, это бы логировалось. И задача была получить, помимо вот этих логов, некоторую информацию, то есть возраст и пол, как минимум. Для этого мы обращались, для того, чтобы обучить такой интеллект, нам нужны были данные. Мы обращались в компании, которые проводят опросы, и получалось получить данные, фактически, которые нас интересуют, для некоторого количества пользователей. И на этих данных была возможность обучать систему, то есть мы могли комбинировать логи и информацию о пользователе. Это X на предыдущих наших математических моделей, это Y, то, что я хочу получить. Строился некоторый искусственный интеллект, то есть находились параметры θ, можно сказать, и мы получали для новых пользователей то, что нас интересует, то есть демография. То, что я добавил, это вероятностную модель, которая также учитывает распределение. Была такая проблема, что наша модель выдавала некоторые значения, но они иногда казались неправдоподобными. То есть, к примеру, выдается, для примера, что 75% девушек, например, 25% мужчин. Или наоборот, 25%. То есть что-то, что сильно отличается от того, что ожидается. Мы ожидаем, что пример должен быть 50 на 50, например, а получается существенно отличающийся набор значений. И возникло желание скорректировать это глобально. Не локально сказать, что вот это значение неправильно, и это значение неправильно. А давайте глобально рассмотрим все наши предсказания и скорректируем их. То есть от локального обучения, которое применялось раньше в искусственном интеллекте, сделаем еще и глобальное обучение. И мы можем скачать такие данные, называется Age Pyramid, пирамида возрастов, которая показывает распределение возрастов и полов в городе, в стране, в какой-то местности. И можно сравнить то, что получается у нас, с этим распределением. Конечно, нужно делать некоторые корректировки, потому что это распределение для всех людей. А те, кто смотрят телевизор, да еще и Smart TV, скорее всего, распределение отличается от этого. Но можно с некоторыми корректировками использовать это распределение как эталон. И мы добавили в функцию ошибки, то есть функцию, которая используется для обучения этой модели, то есть то, как мы оцениваем модель, добавили также соответствие распределению. И модель стала чуть-чуть лучше обучаться, что позволило получить патент. Это вот была одна разработка. Другая разработка была про разделение смешанных данных. В Smart TV есть такая особенность, что в отличие от телефонов, это не персональное устройство. Телефон у каждого из вас, допустим, есть телефон, и, скорее всего, им пользуетесь только вы в среднем, в большинстве случаев. А телевизором пользуются обычно больше одного человека. И поэтому данные смешиваются. То есть мы получаем нажатие с пульта или какие-то действия, которые выполняет пользователь, но мы не знаем, кто когда передает этот пульт другому человеку. И, соответственно, было желание разделить эти данные, то есть найти, кто именно когда смотрит. Соответственно, есть Smart TV. И что мы делали? Тоже обращались в компании, которые занимаются опросами. И через такую систему мы могли, через дополнительные опросы и дополнительное получение данных от людей, мы могли получить логи, уже разделенные на несколько человек. То есть, грубо говоря, как один из примеров, можно выдать
семье 2 пункта, например. Один человек пользуется только этим пунктом, а второй человек пользуется только этим пунктом. Тогда в наши данные поступает информация, кто когда что использовал. Но это можно сделать для небольшого количества людей, там 1000 человек, например. И потом хотелось распространить на всех остальных человек. И помог тоже искусственный интеллект. То есть, что здесь что? Логи — это входная информация X, а кто сейчас смотрит — это выходная информация Y. И, соответственно, тоже получилось построить математическую модель, которая по входной информации выдает выходную. Но там была сложность, что эта модель тоже не очень хорошо работала, пока мы не разделили эти данные более детально во времени. То есть вместо того, чтобы в принципе предсказывать информацию, кто в семье присутствует, мы предсказывали очень детально, то есть у каждого какой паттерн использовали. То есть, допустим, член семьи 1, член семьи 2 смотрит, здесь два члена семьи, тут снова член семьи 1 и так далее. И у нас получается ось времени. То есть мы поменяли модель на временную модель. И у нас появляется еще параметр времени. То есть, зная все события до момента времени t, мы могли предсказывать состояние в момент времени t. И мы выяснили, что такого именно для телевизоров, для таких моделей, для таких параметров раньше не было, и получилось получить патент на эту систему в том числе. Также я работал с обработкой изображений, вот в частности получил тоже несколько патентов на эту тему. Например, один из примеров продемонстрирован здесь. Это определение наиболее интересного кадра в видеопотоке. Есть такая проблема. Мы смотрим видео и видим что-то интересное. Хотим остановить, например, чтобы прочитать, что там написано, или какой-то предмет интересный показался, например, пульт. Я хочу посмотреть, что это за фирма. Нажимаю паузу, а предмет уже исчез. И приходится отматывать назад и искать, где это место, которое меня интересует. И я опять попадаю, перематываю и опять пропускаю этот элемент. И хотелось понажать кнопки и именно попадать на какое-то интересное событие. Соответственно, мы сделали тоже искусственный интеллект, который анализирует последовательность кадров и генерирует некоторые события. То есть из всех кадров он выбирает некоторые кадры, которые, допустим, содержат больше информации. Например, в частности, к примеру, про лица. То есть если лицо наиболее хорошо видно, или какой-то предмет возник в первый раз в кадре. И, соответственно, строилась тоже такая же модель, которая по набору кадров, то есть, допустим, от 1 единицы до t, некоторый набор кадров, выдает на выходе, какой кадр в данный момент является самым интересным. То есть мы уже находимся здесь, но самый интересный кадр был здесь. И мы тоже обучили такую систему, то есть фактически она обучалась, можно сказать, автоматически, то есть некоторая система другим искусственным интеллектом выполнялось выделение объектов или выделение каких-то интересующих предметов, и эти события считались полезными и интересными. И потом уже с помощью другого интеллекта, чтобы тот интеллект не запускать для всех кадров, пытались только в момент нажатия, то есть в момент, когда человек, к примеру, сделал паузу, именно в этот момент анализируется последовательность кадров и находится ближайший кадр с помощью уже другого интеллекта. Так, теперь я расскажу про то, чем я занимался в Хайфе, уже в университете. Я занимаюсь сейчас ускорением искусственного интеллекта. И, в частности, расскажу про одну из задач, которую я решил с командой. Это ускорение деревьев принятия решений. Я сейчас перелистну, здесь есть пример. Я сейчас расскажу про 3 картинки, которые изображены здесь. Начну с этой картинки. Есть такая модель в искусственном интеллекте, называется «Деревья принятия решений». Это фактически игра «Угадай слово» или «Угадай что-то» за наименьшее количество вопросов. Для примера, если я загадал что-нибудь, например, микрофон, и задача интеллекта спрашивать у меня вопросы, чтобы не миллион вопросов дать, а минимальное количество. Ну, допустим, там, живое, неживое, к примеру. Я скажу, неживое. Уже сразу не имеет смысла разговаривать про живые предметы, например. И в результате получается разделение пространства прямыми.
Что это за прямые? То есть я точками обозначу некоторый объект. Например, картинки или что-нибудь. Я абстрактно обозначу точками объект. И каждый вопрос разделяет то множество объектов, которые у меня есть, на две части. Например, это был первый вопрос. Он разделил, к примеру, на живое и неживое. И если мне сказали, что это неживое, я задаю следующий вопрос. Какой-нибудь полезный вопрос, который хорошо разделит мои данные. Мне не имеет смысла задавать вопрос, который чуть-чуть отделит данные. Я могу спросить, а этот предмет пурпурного цвета? Не имеет смысла спрашивать такой вопрос сразу. Потому что он отделит небольшое количество объектов пурпурного цвета, а остальные объекты так и останутся неотделенными. То есть вопрос практически бессмысленный, потому что, скорее всего, не скажут, нет, он не пурпурного цвета. И я остался там же, где был. Поэтому вот этот интеллект, где решение, он старается задавать такие вопросы, которые разделят набор объектов желательно пополам. И, соответственно, чем я занялся, это ускорение обучения таких моделей. В частности, это делалось каким образом? Путем сокращения количества данных, которые участвуют в обучении. Это как раз сжатие данных. Я сейчас вкратце расскажу про сжатие данных для искусственного интеллекта. Вообще, что такое сжатие данных специфическое. Мы обычно встречаемся с общим сжатием данных. То есть не для какой-то конкретной цели. Это специфическое сжатие данных. Вот тут на верхней картинке приведен простой классический пример по сжатию данных. Я о нем сейчас расскажу. Представьте, что у вас есть точки. Например, эти синие и красные точки на прямой. И у меня задача, и давайте представим, что эти точки представляют собой, допустим, дома в некоторой области. Я их расположил на прямой. Они, конечно, обычно располагаются на карте, но я их на прямой расположил. И задача разместить пожарную станцию одну, чтобы, если что-то случится, чтобы до расстояния от нее до какого-либо дома максимальное расстояние было минимальным. То есть, если даже случится что-то в отдаленном месте, желательно, чтобы именно до самого отдаленного места было минимальное расстояние. И я могу решать эту задачу с помощью искусственного интеллекта, мне пытаться подбирать, располагать эту станцию в разных местах и проверять расстояние до самых отдаленных объектов и расположу ее где-то, где будет минимальное расстояние до самого отдаленного объекта. Вопрос, нужны ли все точки для решения этой задачи? Меня интересует расстояние от пожарной станции до максимально удаленного объекта. Могу ли я удалить какую-то из этих точек из входных данных, зная, что она никак не повлияет на мое решение? И какую, например? Самую ближайшую? Правильно, да. То есть, в принципе, вот эта точка, она никак не влияет на решение. Где бы я ни располагал, например, я расположу пожарную станцию здесь, эта точка не повлияет на решение, потому что всегда есть более дальняя точка. Расположу здесь, все равно есть более дальняя точка. Даже если я расположу где-то здесь, все равно есть более дальняя точка. То есть есть точки, которые никогда не будут самыми дальними в этой задаче. Их можно удалить. Соответственно, это есть сжатие данных. То есть простейший вариант это удаление данных, а другой вариант это назначение им меньшего веса. То есть мы можем их учитывать с меньшим коэффициентом. То есть в некоторых задачах можно взвешивать точки, говорить, что эта точка важнее другой точки. Так вот, в этой задаче эти две точки самые важные. Потому что они и всегда являются самыми дальними. Для этого расположения это самая дальняя точка, а для этого расположения это самая дальняя точка. То есть все можно удалить и оставить только две точки. Это, грубо говоря, такой классический пример, он не совсем реальный, потому что такая простая задача на одной прямой обычно не решается. Но это просто такой пример, который позволяет существенно сжать данные, то есть от количества n точек перейти к двум точкам. Аналогичный подход можно использовать и на плоскости. То есть если у вас есть много точек на плоскости, например, как здесь, скорее всего, точки на границе будут наиболее важными в этой задаче. То есть очевидно, что если мы хотим пожарную станцию где-то расположить, нам важно расстояние до границы.
Соответственно, в общем, внутренние точки именно в этой задаче можно удалить, на самом деле. Но есть другие задачи, в которых удалять точки нельзя, нужно их понижать их вес. Как, например, в задаче построения деревьев принятия решений. Я сейчас расскажу вкратце, что мы сделали. Есть задача построения этого дерева, то есть разделение. Фактически, что такое дерево принятия решений? Это нахождение прямых, которые делят множество на половину. И мы хотим наиболее точно найти эти прямые, что они действительно будут делить множество на половину. Теперь представим, я начну удалять точки отсюда. Если я удалю вот эти все точки, которые зеленые, то когда я буду делить напополам мое множество, они уже не будут учтены. Поэтому вот эта прямая сместится, получается, вниз, потому что эти точки уже не учитываются. А мне хочется, чтобы после моего сжатия данных ничего не смещалось. То есть я хочу так удалить данные, чтобы все осталось по-прежнему. И мы разработали алгоритм, который делит множество на прямоугольники специальным алгоритмом. Вот похоже на то, что показано здесь. Выбирая области, в которых данные однородны. То есть, допустим, вот здесь 3 вида данных: желтое, зеленое и голубое, темно-синее. И мы хотим с помощью дерева принятия решений разделить каким-то образом их. И я могу группировать точки, в которых находятся данные только одного типа. И заменять их одной точкой единственной, но с большим весом. То есть я, грубо говоря, фактически делаю некоторое, как в выборах, то есть у меня есть некоторый округ, и я заменяю всех людей каким-то выборным кандидатом от этого округа. И моя задача эти округи создать так, чтобы они были единогласными. Потому что если у меня округ, в котором есть 3 мнения, то я не могу заменить 3 мнения одним представителем. И фактически мы создали алгоритм, который находит такие округи, в кавычках, прямоугольные, и заменяет их представителями. В зависимости от того, сколько было точек в округе, назначается вес замененной точки, которая будет представлять этот округ. И мы получаем из такого большого количества данных вот такое очень сжатое количество данных, то есть, допустим, 1% или 6%, можем регулировать силу сжатия. Если я поставлю меньшее сжатие, у меня будет больше точек и чуть более точное представление исходного набора. Если я сделаю сильное сжатие, у меня будет много больших точек, которые, может быть, чуть-чуть не точно представляют результат. Но дерево принятия решений, которое получается, вот здесь показано дерево, вот похоже на то, которое здесь. Задача дерева — выделить 3 области. Желтую, такого цвета и темно-синюю. Соответственно, если я не сжимаю данные, у нас получается вот такой результат, то есть очень точное выделение областей. А если я сжимаю, возникают погрешности. Но мы видим, что в общем-то выделение практически нормальное, даже если я сжал практически в 70 раз данные. А если я сжал, к примеру, в 20 раз, примерно практически 5,5% взял, то у меня практически идеально точно, только вот тут небольшой такой элемент. А уже вот для 6% 100% точность получается. Практически то же самое, что и здесь. Здесь дан пример, то есть мы, конечно, тестировали на разных наборах данных, на реальных данных, на сгенерированных, но сам принцип работает, то есть мы можем заменять элементы представителями от большого набора элементов. Опубликовали эту статью на конференции NeoRIMS, это ведущий по искусственному интеллекту, и надеемся, сейчас как раз работаем над улучшением этого алгоритма, то есть тут есть некоторые ограничения по скорости его работы. То есть нам приходится сделать инвестицию, сжать данные, потом с ними можно работать легко. А вот сам процесс сжатия занимает время. И иногда, если не планируется частое использование результата, иногда невыгодно сжимать данные, потому что эта инвестиция оказывается больше, чем результат от сжатия. Это выгодно только если мы планируем переиспользовать результат сжатия много раз. Например, для такого процесса, как оптимизация гиперпараметров. Есть такой процесс, когда мы выбираем из большого количества моделей искусственного интеллекта. Допустим, у меня есть 1000 вариантов моделей, и я хочу найти самую лучшую. Тогда я могу сжать данные
и обучить 1000 моделей уже на сжатых данных. То есть я один раз делаю инвестицию по сжатию и 1000 раз ей воспользуюсь. И надеюсь, что получится найти наилучшую модель, если результат практически будет совпадать. Соответственно, это вот была первая разработка, над которой я работал и которая была завершена. Но вот пока вот нужно из таких наработок необходимо это именно сокращение времени сжатия. То есть само сжатие существенное, а время сжатия для некоторых наборов данных не подходящее для практической работы. И кое-что еще, занимался робототехникой, в частности задачей навигации в пространстве. Навигация в пространстве — это фактически решение задач, которые мы решаем в нашем мозге по выявлению глубины. У нас есть 2 глаза, и из-за того, что как раз у нас 2 глаза, есть возможность определять расстояние до предметов. Для такого эксперимента, если вы будете, к примеру, поставите палец и будете менять то один глаз, то другой, то палец будет двигаться сильнее, чем отдельно отдаленный далеко от вас объект. И, соответственно, измеряя вот это вот изменение фигур при переключении между 2 камерами или большим количеством камер, можно определять глубину. И тут тоже возникает проблема, что данных много. То есть, к примеру, я могу, к примеру, использовать эту задачу в дронах, и дрон, к примеру, может двигаться. То есть у меня есть, к примеру, красное положение, допустим, будем считать, что это в момент времени T1. И в момент времени T2 он изменил свое положение на синий. И есть, допустим, еще какие-то другие дроны, которые смотрят в одну точку, к примеру, для простоты. И у них у каждого сохраняется видео. То есть этот смотрит, этот смотрит, этот смотрит, и они еще и передвигаются. Соответственно, набирается большое количество информации. Здесь показана одна точка, а точек, интересующих нас, много. Обычно используются алгоритмы, которые на видео определяют ключевые точки. Это точки, которые, допустим, у человека глаза, нос, различные наиболее важные точки. Их очень много. Даже просто на человеке, или любые углы, ребра. Соответственно, и потом решается задача, так называемая задача триангуляции, когда по 2 прямым, допустим, у меня есть одна прямая и вторая прямая. Если я знаю положение этих прямых и знаю положение одного объекта и другого объекта относительно друг друга, я могу построить треугольник, соединить здесь, здесь и здесь. И место пересечения этих 2 прямых будет реальная трехмерная точка. То есть у меня есть 2 двумерные точки, это то, что я вижу. Я, видя что-то, я могу построить прямую из моего глаза или из камеры в то место, куда я смотрю. И из другого места я тоже могу построить прямую из глаза в точку. Там, где они пересекутся, там и находится трехмерная точка, которая меня интересует, до которой можно измерить расстояние. И есть задача сокращения количества данных, когда, допустим, я вижу эту точку 1000 камерами или 1000 кадров. Если у меня высокоскоростная камера, я в секунду могу 60 кадров, допустим, записывать, то набирается большое количество кадров и большое количество таких прямых. Бывает, соответственно, была поставлена задача, а давайте удалим часть прямых, которые не влияют на результат нахождения этого пересечения между прямыми. Так же, как в прошлой задаче, можно удалить часть данных, которые не влияют на результат. То же самое было сделано здесь. И фактически была поставлена задача минимизации количества входных данных так, чтобы итоговая точка пересечения была максимально близкой к правильной точке пересечения, как если бы я не удалял данные. Я хочу такой технический факт еще уточнить, что прямые в пространстве обычно, если мы проведем случайно 2 прямые, они не пересекаются с вероятностью 0, можно сказать, практически. То есть прямые обычно так называемые скрещивающиеся получаются. Из-за неточности любая пересекающаяся прямая чуть-чуть отдаляется от точки пересечения, мы получаем скрещивающиеся прямые. Поэтому вот задача триангуляции в навигации фактически решается не пересечением прямых, а нахождением кратчайшего расстояния до каждой из прямых. То есть у меня фактически задача найти такую точку, которая обеспечивает кратчайшее расстояние до всех имеющихся прямых, которые смотрят на эту точку, и мы пытались удалить часть прямых, чтобы эта кратчайшая точка с кратчайшим расстоянием осталась на месте.
Вот такая идея и вообще такой процесс идет от обычной задачи, называемой кластеризации. Вот это специфическая задача для робототехники, а есть обычная задача кластеризации, я о ней тоже вкратце расскажу. Это когда у вас есть, допустим, много точек. Это какие-то данные, к примеру, у вас есть тоже люди на карте или какие-нибудь объекты, и вам нужно найти центры, которые представляют набор объектов. То есть, если я увижу то, что написано, нарисовано здесь, скорее всего, тут один центр и тут один центр. И задача найти эти центры. Тут то же самое, можно удалить часть данных, и центры останутся примерно там же. И мы фактически похожую задачу, которая уже была решена для точек, решили для наборов прямых. Соответственно, вот на эту тему мы опубликовали статью и также применяем похожие подходы. Этот подход и чуть-чуть модифицированный в робототехнике. И вкратце скажу название CoreSet. Это такое англоязычное название о сжатии данных для искусственного интеллекта. Если вы, например, вам интересно будет посмотреть чуть больше, можете поискать в интернете это слово. Оно происходит от двух слов core – ядро и set – множество. То есть из исходного множества находится так называемое множество, которое представляет собой ядро этого исходного множества, то есть наиболее важные точки исходного множества. И в частности, вот был проект, еще проектный проект, который был проект в Якутске по анализу видео с камер видеонаблюдения для поиска бродячих животных. Вот, очень рад, что коллаборация на разных фронтах идет, в том числе вот с нашим регионом. Соответственно, тоже фактически решалась задача обучения интеллекта, то есть построения функций, но собирались данные, то есть такие же иксы, и применялась определенная модель, которая работает с картинками. Соответственно, и еще был один проект по биологии. Меня тоже интересует биология и медицина. Был один проект по иммунной системе. Задача была таковой. У нас есть несколько анализов, сделанных с некоторым промежутком. И в этих анализах содержатся разные данные, потому что иммунная система меняется очень быстро у человека. И если взять анализ, который определяет состояние иммунной системы с разным промежутком, скорее всего, мы получим разные результаты. И вот это вот изменение того, как меняется иммунная система, говорит о некоторых характеристиках в целом организма, то есть о его восприимчивости к болезням, о том, как он может бороться с болезнями. И нам хотелось по вот таким анализам определять некоторые свойства организма, которые в самих анализах не содержатся. То есть фактически из простого анализа получить большую информацию, которая обычно получалась более сложными анализами. И, соответственно, здесь попробовали и получили частичные результаты с помощью искусственного интеллекта, выполнив фактически два типа анализа. То есть то, что мы простые анализы, но последовательность. И сложный анализ, то есть то, что мы хотим получить в итоге. Попросим интеллект, пожалуйста, по простым анализам предскажи сложный анализ. Соответственно, с некоторой долей точности, пока что не достаточной, чтобы это использовать именно в данный момент, то есть мы над этим работаем, мы построили временную модель, которая действительно анализирует последовательность и предсказывает, для некоторых людей это работает, для некоторых не работает. Соответственно, вот такой тоже проект был. Меня интересует приложение интеллекта, в том числе, в частности, медицина. Я вам рассказал то, чем я занимался, можно сказать, последние 10 лет. Буду рад также пообщаться, услышать вопросы, найти точки соприкосновения по любым направлениям в искусственном интеллекте. Спасибо вам. Вопросы? Можно вопрос? Да. У меня... Микрофон дадим? Да. Пожалуйста, сейчас во-первых, спасибо за лекцию просто, что ты приехал в Якутск. И первый вопрос по корсету. Если данных мало, если они сжимаются, как это влияет на переобучение, так сказать?
Хороший вопрос. Это фактически одна из существенных проблем Core Set. Core Set не старается улучшить тестовый результат. Он фактически, это очень негативная часть, он работает на сохранении тренировочного результата. Я вкратце сейчас поясню для всей аудитории, потому что мы выяснили, что 50 на 50 интеллект использует и не использует. При обучении искусственного интеллекта обычно данные разделяются как минимум на две части: тренировочные и тестовые. Тренировочные — это фактически, можно сказать, уроки, а тестовые — это экзамены. Соответственно, важно не только, как человек или ученик или интеллект вел себя на уроках, но и то, как он сдаст экзамен, уже не используя ничего. И вопрос как раз о том, что когда тренировочных данных мало, представим, что уроков мало. Я провел 1-2 урока и сразу даю экзамен. Вот то, что мы проходили на 2 уроках, ученик запомнил. А на экзамене новый материал он еще не увидел все разнообразие, и экзамен он проваливает. Соответственно, если я возьму эти 2-3 урока в кавычках и еще их сожгу, то тестовый результат станет еще хуже. Соответственно, да, такая проблема есть. У нас в Core Set мы стараемся быстрее обучить модель. И именно на это заточено сжатие. Соответственно, действительно она обучается быстрее, но есть риск переобучения, если данных мало. Поэтому нужно проверить хорошо, проследить, есть способы проверки, есть ли переобучение. Если данных уже мало, то сжимать их дальше действительно не стоит. Иногда есть и обратный эффект. Я уточню тоже хороший вопрос. Иногда возникает обратный эффект, что данных мало, но в них есть выбросы, например, которые не нужны. А Core Set старается все равно, он и учитывает выбросы и не выбросы, но может так случиться, иногда это случается чаще, иногда реже, что удаляются данные, которые как раз ведут к переобучению. То есть если у меня есть какой-то выброс, например, то есть данные, которые неправильные, неточные, находятся далеко. То есть, к примеру, пришел другой преподаватель и дал какой-то пример и неправильно его объяснил. А ученик прошел всего 3 урока, и 1 из уроков оказался неправильным. Это еще хуже в этом случае, чем если было бы 100 уроков и 1 неправильный. И иногда Core Set может этот неправильный пример удалить. Но опять же это происходит не всегда, то есть нужно действительно следить вот за этим фактором переобучения. Спасибо. Да, спасибо, Эрнесто. У меня еще один вопрос, более общий. Что ты думаешь насчет AGI и насколько он опасен, как знаменитый спикер Илон Маск рассказывает об опасности AGI и так далее? Хорошо. Тоже поясню, AGI это Artificial General Intelligence, то есть общий искусственный интеллект. Тоже для аудитории поясню, что у нас сейчас все, о чем я рассказывал, и все, чем мы занимаемся, это частный искусственный интеллект, можно сказать, противоположность общему. Он решает конкретную задачу. То есть, если мы нарисовали, сказали, что есть некоторая функция, которая принимает что-то на вход и выдает что-то на выходе, это конкретная задача. А мы, как человек, решаем миллионы, тысячи разных задач, сами того не думая об этом. Я сейчас, нажимая на эту кнопку, я решаю задачу обратной кинематики, например. То есть я суставы свои так ориентирую, чтобы они точно совпали с чем-то. Здесь тысячи разных задач, о которых мы даже не задумываемся. И мы умеем их решать. Пока что интеллект решает обычно всего лишь несколько задач. Я что думаю, как быть с этой проблемой Artificial General Intelligence? Это, в общем-то, проблема такая, что тоже пояснить, что будет, возможно, скоро создан искусственный интеллект, который сможет решать общие задачи. То есть он не будет тренироваться под конкретную задачу. Он сможет решать также миллион задач, как мы. На самом деле, я так понимаю, что много компаний развивают искусственный интеллект и, может быть, даже хотят его создать. То есть, это, в общем-то, следующий этап развития интеллекта. Но мы при этом тоже знаем, что есть очень большое количество опасностей, если это произойдет. Даже вот сейчас недавно мы обсуждали как раз этот вопрос, была статья уже достаточно давно о том, что обучали робота в виртуальном пространстве выполнять некоторые действия. Например, взять предмет, положить его, и также создавали различные задачи. Например,
простая задача, находишься в помещении, нужно выйти за пределы помещения. Есть дверь, есть окно, можно делать что хочешь. Он начинает сначала биться в стены, потом находит случайно дверь, вышел, ему приходит награда, он радуется. Потом, через уже больше гораздо эпох обучения, вначале он шел до двери, а тут он, допустим, выясняет, что я стою здесь, тут есть окно. Достаточно сделать что-то другое, перелезть. И я быстрее выйду, получу еще большую награду. То есть ему награждали его за скорость решения. Он теперь уже в дверь не ходит, он вылезает в окно, например. А потом стали ученые делать что-то, блокировать выход, допустим, поставить сюда стулья к двери, чтобы усложнить задачу. И когда эту задачу усложнили до такой степени, что она оказывается уже нерешаемая, действительно возникают такие ситуации, что интеллект и в этом случае находит решение. То есть это называется обучение с подкреплением. Когда я не говорю, я не собираю данные, я ничего не говорю, что делать, я предоставляю интеллекту мир, и он может выполнять разные действия в мире. И если он видит, что и это не получается, и это не получается, и это не получается, он начинает пробовать случайные комбинации действий, и выясняется, что раз, и он оказывается за дверью. Как это произошло, стали выяснять, действительно проблема в движке виртуальной реальности, который использовался. То есть там была проблема в физике. Есть в некоторых играх такая ситуация, что если долго об стену что-то делать, да, то можно раз и просочиться на ту сторону. И фактически вот интеллект нашел эту возможность, о которой люди не предполагали, что она есть в этом движке. Поэтому вот этот вот вопрос про Artificial General Intelligence, что мы думаем, что мы сможем развить его до этого места и потом его оградить, теоретически есть вероятность, что мы только так думаем, что мы сможем его оградить, потому что есть миллионы непредусмотренных эффектов, которые могут как раз им быть использованы. Так что это очень сложный вопрос. Я знаю действительно, что создаются комитеты при больших корпорациях и вообще во всем мире, которые эту проблему изучают. Тут вопрос конфликта интересов в том плане, что большие компании стремятся развивать искусственный интеллект. Прогресс не остановишь. И если философский AGI, Artificial General Intelligence, возможен, то он когда-нибудь возникнет. Есть вероятность, что он невозможен. Например, что-то препятствует его созданию, может быть такой философский вопрос, что мы можем сказать, что у человека есть какие-нибудь квантовые эффекты или внеземные эффекты, которые его наделяют интеллектом, именно general, общим интеллектом. Тогда компьютерный общий интеллект окажется невозможен. Но мы не знаем, может быть он возможен, может быть невозможен. Если он возможен, то мы, в общем-то, к нему идем. Поэтому вопрос открытый. Действительно, я по примерам вижу, что есть такая проблема, над ней думают, но в частности ни у меня, ни насколько я знаю, пока что полного решения этой проблемы нет. Спасибо. Следующий. Вопросы? Пожалуйста. Еще раз здравствуйте. Хотела бы узнать, интересуюсь прикладным использованием ЕИ в медицине, и вот меня заинтересовало именно данное применение. Хотела бы узнать, вот, получается, вы разработали анализ состояния иммунной системы, да, и что является именно, какие наборы данных используются и тому прочее, как они получаются, и в целом, какая функция стоит за ними? Хорошо, спасибо. Состояние иммунной системы, в частности, как мы анализировали, использовали иммунные клетки лимфоциты, которые по биологии, если посмотреть, есть T-cells, B-cells, T-клетки, B-клетки, которые в процессе жизни проходят такой процесс рекомбинации. То есть у них ДНК, части той молекулы, которая кодирует информацию, видоизменяется гораздо быстрее, чем у других клеток. То есть у других клеток бывают мутации, которые обычно нежелательны. А у иммунных клеток эти видоизменения оказываются желательными. Потому что именно таким способом человек адаптируется к новой среде. Если бы там не было бы этих изменений, то при попадании новых вирусов, бактерий и всего остального он бы не смог быстро видоизмениться, чтобы с этим бороться. И мы фактически с помощью специальных лабораторий, которые это выполняли, осуществлялось секвенсирование ДНК, либо ДНК, либо белков, которые производятся в результате использования этого ДНК у клеток лимфоцитов.
Соответственно, была возможность получить некоторый снимок состояния иммунной системы небольшой. То есть, грубо говоря, 0,0000001% иммунной системы выделялся и считывался. И, соответственно, на основании этого производилось обучение интеллекта и некоторые предсказания. То есть это направление, в общем-то, открыто, и оно и раньше развивалось, но не так сильно применялся искусственный интеллект. То есть до этого статистически в основном анализировали последовательности, как они меняются, вот мутации или комбинации, а мы, похоже, попытались сделать именно с помощью уже полностью искусственного интеллекта, частично удалось улучшить предыдущие результаты и продолжаем работать над этим. Спасибо большое. И у меня еще есть один вопрос, он такой более неформальный, да? Вопрос, как вы относитесь к тому, что на текущий момент, к сожалению, есть такая тенденция, когда используют различные модели, но, к сожалению, не понимают сути схем, как она в целом работает, математика и тому прочее? Спасибо за вопрос. Действительно, этот вопрос интересный и открытый с двух сторон. Я так понимаю, что есть два варианта непонимания. Непонимание в силу того, что некоторые люди просто не изучают, например, базовую математику, к примеру, а просто применяют готовые модели. То есть сейчас, тем более сейчас, реклама «Установите себе интеллект в бизнес», сделайте что-то с помощью искусственного интеллекта, и ею пользуются те, кто в этом даже не разбирается, и говорят, я использую искусственный интеллект. Хорошо, это один вопрос, вариант вопроса. Другой вариант вопроса, что есть такие модели, даже зная математику, мы не можем понять, как они действуют. Первый вопрос, если именно говорить про вот такой вот образовательный факт, в принципе ничего с этим плохого нет. То есть есть компьютеры, есть люди, которые разбираются в компьютерах, именно как, допустим, программисты, электротехники, кто занимается электроникой, есть просто пользователи. То есть сейчас в современном мире, на самом деле, вот в последние несколько лет увеличилось количество пользователей искусственного интеллекта. Ничего в этом плохого нет, потому что есть все равно те, кто в этом разбираются. Основная проблема в том, что часть моделей не интерпретируема. То есть, если та функция, которую мы пытаемся обучить, представляет собой настолько общее что-то, то есть, грубо говоря, я могу представить аналог электронного устройства, у которого есть много входов, есть много выходов, и все входы соединены со всеми выходами. То есть у меня все со всеми соединено. И я пытаюсь обрезать часть связей, то есть как настраивать устройство внутри, менять те связи, которые есть, но я не вижу, что произошло. Если после этого я даже покажу это какому-то человеку, он не поймет, что было сделано с устройством, потому что оно не структурировано, оно не имеет конкретных блоков, это просто все со всеми, с какими-то видоизмененными миллионами связей. Это примерно вот то, что сейчас происходит в случае нейронных сетей. Пытаются интерпретировать нейронные сети, но все равно в этом есть сложности. И в частности, поэтому применяются, вот, например, модели, как про ту, которую я рассказал, дерево принятия решений. Дерево принятия решений — это одна из самых интерпретируемых моделей, потому что то действие, которое она производит, открыто. Мы можем словами описать, что модель спрашивает, атрибут 1 больше 100 или меньше 100, и делит все множество вариантов пополам. А если он больше 100, то спрашивает, атрибут 2 меньше или больше 45, и снова делит все пополам. В этом случае очень интерпретируемая модель получается, и часто она используется в медицинской как раз деятельности, когда важно не только получить диагноз, но и понять, почему этот диагноз был поставлен. Поэтому, в принципе, я могу сказать, что сейчас есть такой баланс. В некоторых случаях мы получаем и качественную, и интерпретируемую модель, но часто бывает баланс. Либо мы получим очень интерпретированную, но не очень точную модель, либо получим очень точную, но совершенно недоступную к пониманию. Одним из направлений это как раз создание более лучшей комбинации, более качественной комбинации этих двух параметров. Над этим работают целые есть направления конференции Interpretable Machine Learning, интерпретируемые модели искусственного интеллекта. Я думаю, что это область будет развиваться, но мы пока не дошли до конечной, хотя бы даже промежуточной точки, потому что нейронные сети, наиболее часто используемые, только частично интерпретируемы. Надеюсь, что в будущем это изменится.
Хорошо, я могу еще один вопрос задать? Да. Тоже более неформальный вопрос. Как вы считаете, насколько проблематично то, что в последующем с развитием, даже переходом, наверное, Next Gen и AGI, разумеется, да, у нас будет, может быть, какое-то сокращение рабочих мест, или, возможно же, будет, не будет востребован тот же начинающий, к примеру, джуниор-разработчик, или же начинающий дата-сайентист и прочее? Хорошо. Такой философский, неформальный, интересный вопрос. В принципе, прогресс идет, поэтому действительно меняется мир, и это всегда происходило. То есть постоянно возникали новые профессии. В моем понимании ничего специфического именно сейчас, такого быстрого и критического в этой области не происходит. То есть просто люди будут переучиваться, переходить будут на следующий уровень. Так же, как, к примеру, раньше занимались программированием, потом стали заниматься искусственным интеллектом, потом еще чем-то будут заниматься. Соответственно, и мы сейчас видим, что все больше и больше открывается образовательных программ по искусственному интеллекту, то есть происходит естественное небольшое изменение именно в области математических моделей, потому что пока что в области не математической программирования вполне работает все еще и все хорошо еще пока. Я думаю, это будет постепенное изменение, но если возникнет AGI, то, конечно же, мир существенно изменится. То есть есть понятие технологическая сингулярность, это что-то, скачок существенный, который мы не можем описать и предугадать. Соответственно, если возникнет AGI, то будет полностью другая ситуация, потому что очень много действий можно будет автоматизировать. То есть, если будет AGI, то будет уже полностью автоматическое движение на дорогах, потому что AGI это фактически делает то, что умеем делать мы. Сразу же, соответственно, те профессии, в которых необходим был умственный труд, но обычный умственный труд будут действительно, можно сказать, в некоторой степени упразднены. То есть уже мы говорим сейчас не про ручной труд, а про упразднение профессии умственного труда. Соответственно, вот это вот будет существенным вопросом именно с возникновением AGI, если он возникнет. Сейчас пока все хорошо, в моем мнении. Хорошо, спасибо большое. Да, замечательно. Ну все, замечательное сегодня выступление. Да? Спасибо огромное, Эрнест. Значит, много чего узнали, особенно полезно для наших студентов, школьников, которые интересуются этим направлением. Хорошо, что все так сходится, интересно, да, что есть такие технологии, возможности, значит, по сбору данных и прочее, плюс разные протоколы, которые все время усиливают все возможности для того, чтобы использовать такие невероятные, значит, технологические прорывы. То, что сейчас вот происходит, это действительно напоминает то, что мы сказали, The Brave New World, да, который мы стали свидетелем всего этого. И как еще и говорится, да, кстати, you can't stop the progress, да, кстати, поэтому эта тема такая очень и важная, интересная, и мы живем в это уникальное время, замечательное. И мы впервые, человек, да, кстати, столкнулся, в моем понимании, с тем, что абсолютно есть другой способ изучения окружающего мира. То, что мы все время сейчас жили несколько тысяч лет, пытаясь изучить окружающий мир с помощью своих там ущербного человеческого мышления, сейчас, значит, уже машинное логическое мышление, другое абсолютно, да, кстати, может нам помочь увидеть мир абсолютно другим способом, другим образом. И, естественно, да, кстати, эпистемологически это будет совершенно новый мир, да, кстати, в котором мы будем жить, потому что это же мы исключительно благодаря своей действительно человеческой ущербности разделили мир на химию, физику, математику и прочее. В природе нету этого, если честно. Да, кстати, это мы только сами придумали себе. А если бы в другой планете были, это было бы абсолютно другие названия, да, кстати, и совершенно другие понятия. Так что мы сейчас будем сравнивать себя
Я не знаю, будет ли это соревнование или очень хорошая, значит, как это говорят, коллаборация, да, так сказать, или какая-то там иная форма, да, так сказать, взаимодействия, или, может быть, значит, симбиоз или что-то такое, но мы будем жить, и человек это такое существо, которое не поддается никакому логическому, по крайней мере, измерению, как мы уже и поняли, да, живя сейчас, поэтому мы еще не знаем, да, как говорится, кто будет смеяться последним, тот и будет смеяться, если честно. Так что спасибо огромное, Эрнесто, что вы нам посвятили сегодня.